Изменения приемной кампании обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Радик Калимуллин, заместитель начальника управления по работе с абитуриентами Уфимского университета науки и технологий. Радик Рифкатович, здравствуйте. Добрый день. Итак, сегодня мы обсуждаем, что приемная кампания у нас вновь поменялась. Какие основные изменения вы бы подметили, вот буквально, знаете, по пунктам 1, 2, 3, 4? Да, в первую очередь это изменения по способу подачи документов в заявлении. Это в части целевого приема, а также именно в части выпускников техникума и колледжей у нас тоже есть для них ряд изменений. Давайте обсудим все более подробно. Сейчас вы говорите, первое изменение, о котором вы говорите, это о том, что, во-первых, у нас студенты сейчас могут подать документы в электронном формате. Раньше они могли это сделать через личный кабинет. Теперь это правило как-то будет меняться, верно понимаю? Ну, по крайней мере, для меня это, наверное, самое лично для меня такое приятное изменение. Почему? Потому что вот этот лишний способ подачи документов через личный кабинет вузов, он создавал некий ряд проблем для самого абитуриента. Почему? Потому что сейчас мы всегда привыкли, когда документ отправляем электронным способом, сразу же получать ответ. Но в каждом вузе отмечу, что всегда проверку проводит модератор, то есть человек. Если абитуриент условно вечером подал документы, а утром приемная комиссия начинает работать, а там 1000 заявлений, и, соответственно, нужно время, чтобы проанализировать каждое заявление. И тут возникает некая паника у самого абитуриента, он начинает думать, все еще не обрабатывает заявление, скорее всего, оно не дошло, потому что это через госуслуги, он начинает подавать через личный кабинет, либо все-таки решает с семьей приехать в университет и подает документы лично. Соответственно, возникает 3 разных заявления абитуриентов в очень короткое время. И в связи с этим возникают вот эти некие моменты, на которые нужно больше обратить внимание потом и модератору. Ну и плюс все-таки подача документа через личный кабинет у каждого университета он был свой интерфейс, свои какие-то требования дополнительные. А здесь единые, четкие, понятные требования, на которые разработаны очень правильные инструкции, и я думаю, только это плюс абитуриенту, и вузам будет легче обрабатывать заявления. Как это повлияет на работу госуслуг? Потому что наверняка будут вот такие вот дни горячие, когда 1000 студентов начнут подавать свои заявления. Не обвалится ли сам сайт госуслуг? Ну, надеюсь, что нет. Скажем так, пилотная часть вот этого госуслуг, она в 2023 году уже закончилась. В принципе, 2024 и 2025 год показали такой наиболее эффективность, и с каждым годом количество людей, подающих через этот портал, только увеличивалось. Что касается, не будет ли нагрузки, некий совет, наверное, для абитуриентов, что, в принципе, прием документов начинается с 20 июня и завершается 25 июля. И вот в этот промежуток нужно равномерно, условно, то есть будут подаваться равномерно и обрабатываться эти заявления. Конечно же, самый большой пик подачи, скажем так, заявления, это когда последний день приема согласия. Здесь, опять-таки, рекомендации для абитуриентов и их родителей – это не ждать последнего дня. Если у вас есть приоритетный вуз, то как подали документы, условно, в начале июня, даже после 20 июня, тогда, в принципе, сразу можно подать согласие о зачислении. Это когда-то, знаете, вот лет 5 тому назад было требование, что человек мог подавать не более 2 раз согласия. А сейчас нету ограничения по количеству подачи согласия о зачислении, поэтому рекомендации подавать сразу же. Для того, чтобы более реально оценивать картину в том вузе, в который вы больше всего хотите быть зачислены. Радик Рифкатович, еще один вопрос. Это вновь изменение, которое будет в предстоящей приемной кампании. А касается на этот раз оно выпускников колледжей, которые раньше могли без ЕГЭ поступать на любую специальность. Теперь я понимаю, что это будет изменено. Они не сохранятся. Почему это правило ужесточается? На самом деле это очень важное, логичное такое изменение, направленные все-таки на такое понятие, как справедливость, и на повышение качества самого выпускника уже в рамках университета. Почему? Действительно, вот ранее выпускник колледжа, получивший образование по какой-то специальности, мог поступить в университет
без ЕГЭ на любое направление подготовки или специальность. И школьник, который пожелает поступить на ту же самую специальность, вот, ему необходимо сдавать ЕГЭ. И, соответственно, возникает некая вот эта вот несправедливость по отношению к школьнику. Но все-таки основная цель данного изменения – это повышение качества выпускника. Почему? Потому что здесь возникает приоритет именно на того выпускника колледжа, который осознанно уже выбрал эту специальность, дальше поступает в университет, чтобы поднять свои навыки, получить высшее образование именно по той же специальности или направленности. И на выходе он, соответственно, получается более такой качественный выпускник, который получил навыки в техникуме, потом усилил свои навыки, именно получив высшее образование. Кто и как будет определять, именно соответствует ли специальность, полученная в колледже, в вузе? Пока в этом году этим занимаются университеты. Понятно, каждый вуз в этом году в переходный год, скажем так, попытался максимально расширить, то есть для выпускников колледжей расширить тот перечень направлений подготовки, куда он может быть зачислен. Ну, скажем так, технические направления, которые закончил, он максимально на технические, и IT может условно практически тоже поступить, и ряд других гуманитарных направлений тоже. Ну, условно, юрист, он не только на юридически может поступить. Там, в принципе, у нас есть направления такие, как история и так далее. Я правильно понимаю, что выпускник колледжа должен прийти в вуз, ну, может быть, не должен, а следует прийти в вуз для того, чтобы определить, вот по какой специальности он может дальше продолжить свое обучение, чтобы поступить без ЕГЭ. Вот так в этом году, по крайней мере, будет проще? Да, у нас все вузы обязаны были до 20 января выставить правила приема. И на сайте приемной комиссии всех вузов Российской Федерации эта информация уже доступна. То есть он может проверять, какую специальность он закончил и какому соответствует специальности у университета его направление подготовки. То есть уже можно сегодня просматривать данную информацию. Ну или обратиться в приемную комиссию. И все там будет четко расписано, не будет какой-то путаницы условно, да? Ну вот иногда же бывает, когда у нас какое-то нововведение, то студент может запросто... Ну, надеюсь, что нет. Такой, скажем так, год, конечно, пилотный, но университет максимально постарался все направления подготовки, они привязать друг к другу. Я думаю, там четко все расписано. Какие изменения будут именно в целевом обучении? Мы понимаем, что раньше, сейчас целевое обучение привязано к какому-либо предприятию, которое конкретно понимает, да, куда его выпускник должен прийти. Что нового в этом направлении? Ну, на самом деле, здесь это не новое. Скажем так, вот в 17-18 годах у нас примерно такая привязка конкретно к предприятию и была. Это потом у нас возникли общие целевые места, ну, допустим, 10 целевых мест на какое-то направление подготовки, в рамках которого любое предприятие могли заявляться. И выигрывали те предприятия, кому заявлялись абитуриенты с более высокими баллами. Соответственно, некие предприятия оставались без абитуриентов, потому что выиграли от другого предприятия с более высокими баллами. А здесь все-таки история более по конкретике, то есть все прозрачно, все понимают, на какое предприятие прям будет далее трудоустроен абитуриент, выпускник уже университета. Ну и само предприятие будет конкретно понимать, кто приходит, с какими знаниями и с какого университета, с какого направления подготовки. Ну, то есть вот здесь вот таких видимых изменений не будет? Ну, по идее, это тоже логичное изменение в части того, что тенденция такая, что все идет к полной автоматизации приемной кампании. Если, допустим, правительство задумало бы такую задумку, что абитуриент через госуслуги подает, и, условно, с госуслуг получает информацию, поступил или не поступил. Ну и, соответственно, не должно быть таких вот моментов, или они должны быть минимальные, где какие-то неявные моменты, неявные предприятия, или до этого были какие-то, скажем так, министерства были указаны, или госкорпорации, где конкретно предприятие не было прописано. Здесь все-таки больше именно детализация, и она более конкретная. Еще одно из таких новшеств – это именно российские школьники, которые сдали экзамены в Беларуси, теперь смогут поступить с этими результатами и в вузы нашей страны.
Да, ранее выпускники скажем так, Белоруссии, сами белорусы могли поступать по результатам централизованного тестирования в университеты Российской Федерации. В этом году уже, получается, российские граждане, которые обучались в Беларуси, тоже могут поступать в Россию по результатам централизованного тестирования. Это тоже очень правильное, скажем так, даже гуманное решение, потому что, в принципе, мы такой братский народ, что и многие семьи, как я знаю, что работают в Беларуси, и их дети тоже находятся в Беларуси, обучаются. Ну и потом это хорошее решение, что они без проблем смогут обучаться и в российских вузах. Вот если в целом подводить итоги тем изменениям, которые будут введены в этом году, какая основная их задача? Это же не просто вот взяли студентам колледжа, выпускникам колледжей изменили, да, какое-то правило, целевое обучение и так далее. Это же все как-то взаимодополняет друг друга. Какая основная задача вот у всех этих перемен? Ну, я бы сказал, тут две основные цели или задачи, скажем так, это увеличение прозрачности, это целостность. Мы видим, что именно выпускник колледжа, который осознанно выбрал специальность, может дальше обучаться в университете, дальше магистратура и так далее. То есть вот это все-таки история про повышение качества выпускника, чтобы те ребята, которые нацеленные уже заранее, получили достойное образование и достойно работали именно, может быть, по целевому даже, в тех предприятиях, которые они уже по целевому еще раз поступили. Радик Рифкатович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какие новшества есть в приемной кампании. Я думаю, что мы еще не раз с вами увидимся, чтобы обсудить этот вопрос, который касается молодых людей, которые сейчас стоят перед таким важным выбором профессии. Спасибо. Спасибо за приглашение. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Радик Калимуллин, заместитель начальника управления по работе с абитуриентами УНИТ. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.